Совсем недавно в Казахстане состоялись выборы в Нижнюю палату парламента Мажилис. Как и ожидалось, победу одержала партия Аманат. Аманат – это переименованный Нур-Отан. А Нур-Отан именно та партия, которая поддерживала авторитарный диктаторский режим Нурсултана Назарбаева. В 2022 году казахстанцы впервые с высоких трибун из уст президента Токаева узнали о том, что, оказывается, в нашей стране маленькая группа людей владеет большинством богатств. Оказывается, почти половину казахстанцев живут на минимальную зарплату. Оказывается, в нашей стране существует социальное расслоение между богатыми и бедными. Но у меня вопрос, а кто в этом виноват? Кто виноват, если не Назарбаев и его марионеточная партия Нур-Отан, которая переродилась сейчас в Аманат? Аманат снова владеет большинством депутатских мандатов в Мажилисе. Да, в парламенте присутствуют и другие партии. Но даже если все другие партии объединятся в коалицию, они все равно не смогут принять даже закон. Но Аманат может единолично принимать любые законы, и никто этому не может противостоять. Мы хотели Жана Казахстана. Мы думали о том, что в нашей стране произойдут демократические, политические реформы. Но пока существует партия Аманат, сделать это будет невозможно. Токаеву необходимо было давно избавиться от наследия Назарбаева, от Нур-Отана. Он вышел, он демонстративно покинул эту партию. Но, к сожалению, Аманат продолжает традиции старого ЕСК Казахстана. Сколько это будет продолжаться? ЕСК Казахстана на Аманаты.